сало средства хубрё, а как он хамер нахто, а экономика мацарагуцем яну говоряжа. Экономика астаги арабского хзыхан, арабского хзыхан. Ари, а как-то высыпший отыпу, а выписать психология, а где кабская традиция по ахохицах отыпу. Я тقول خزر حبس ورا يخا حزقتشاجو حبس ورا أخخيتنا بو عشان بخيش لنتو أكترجو وسنقخا زيجراها بيا проблемы يخا حزقتشاجو проблема у رأس تخوزي أخو بيا проблема زيجراها أكتر خامل أنبي عوضر الله أكتر برجرا أنبي عوضر الله إزبنا بزر جتنات أخص بيخيجي أكتر يالسنا أجر حقلك رخيصون حقلك ورا يعوا أقو يعوا يبدم سرا وبغنزستو يالسن خريط صورو وسنبخا يخا проблема دون يحامو يشبق أحتر وبس يبشر أكتا يالسن يلسو أكتا عنزيجوا رخم كزيها أبروب يخا يرماشتن جاكو سرا ينكو زالك лекция порчера сихикула залаги и рачниги изихей кота израуза саглаза кота ханупс зикало ажре чуп кота ачари анишни аве зиграк хезинергулана ай абряқара ахтус дудзмо атурх дудзмо хапсо кота па рохна абстазаро это сайчкара зифан ай экономика чопа старахо что урсфилосия насиха сельское хозяйство – это не просто экономика, дорогие друзья, это среда обитания значительной части нашего населения. Село – то место, где формируется психология человека. Наша апсвара, историческая память – это нравственная основа нашего абхазского народа. К сожалению, великому, наше село стареет. Люди уходят, молодежь уходит из села, стареет. Не хочу говорить слово «умирает», но мы где-то на границе находимся. Вот я сегодня, как экономист, хочу вписаться в нашу тему общую и хочу начать вот с чего. Страна наша находится в глубочайшем системном кризисе. Выйти из этого положения предлагается планированием, системным планированием, как вот тут написано, предполагается посредством стратегического планирования, как отличается в стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Так это отличается, так оно и на самом деле есть. Мировой опыт цивилизованных стран, цивилизованной рыночной экономики давно указывает на необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного производства. Это давно идет эта проблема, еще со времен Адама, Смита, Рикардо и так далее, 200 лет, 100 лет тому назад эта проблема тоже тогда стояла. Тогда одни ученые предлагали усилить государственное влияние на сельское хозяйство, вообще в экономику. Другие предлагали наоборот, значит, нужно где-то ослабить государственное влияние, государственную экономику, а надо вводить частную собственность и так далее. Мы с этим пришли до капитализма, и сегодня мы имеем капитализм в своем лучшем расцвете. Что я хочу? Хочу вам сегодня, хочу обосновать мысль о том, что нам нужно возвращаться к директивному планированию. Сегодня мы планируем на основе, вот у нас есть закон, который называется о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития. На основе этого закона, там прямо написано в законе, что от государственных предприятий, производства нужно
государственный подход и так далее. Вот, значит, я сейчас посмотрю. Да, закон о государственном прогнозировании, программа социально-экономического развития, стратегия социально-экономического развития до 2025 года. Дело в том, что государственные предприятия планируются государственно, а остальные частные предприятия, будем так говорить, они планируются индикативный план. Здесь государственный план, а там индикативный. Вот я, как экономист, который давно занимается этим делом, предлагаю от этого общей фразы государственный и индикативный. Индикативный это что такое? Это рекомендательный план. Нас сегодня никак не должно устраивать никого, здесь никого не устраивает заниматься рекомендательным планом. Нужно государственное планирование, то есть директивное планирование по типу госплана СССР. Не будем бояться этого слова. Не надо уходить от этого. Вот. Это я не голословно, это я утверждаю. Это не голословно. У меня есть достаточно много фактов. Ну да, некоторые оппоненты говорят, что если мы будем переходить к государственному планированию, к директивному планированию, это пахнет социализмом. А что плохого? Да, директивное планирование – это один шажок, но это еще не социализм. За социализм надо еще побороться. Вот. Я об этом говорю. Вот, например, пример могу привести. Алферов, Жарес, недавно умер человек. Он писал, у него есть статья, которая называется «Социализм вернется». Такая статья он опубликовал официально. Да. И он там говорит о том, что без планового хозяйства в бывшем Советском Союзе и в настоящее время мы никак не обходимся. Официально у меня есть вот его статья. Алферов это лауреат Нобелевской премии. Еще дальше, я сейчас не могу там Маркса, Энгельса не буду, Ленина цитировать, все они выступали за социализм, за планирование, за директивное планирование. Дальше еще одно слово, одна цитата. Величайший гений, научный гений Альберт Эйнштейн, у него есть статья, называется статья так: «Почему социализм?» Почему социализм? И он отдает объяснение. Я даже цитату здесь могу вам привести. Интересная, значит, плановая экономика – это социалистический способ производства. Нужно ее, вот это говорит Эйнштейн. В 1949 году эту статью он напечатал в американском журнале. Я название не помню. А барзигизис хаубрио, нужно нам возвращаться к директивному планированию. Дальше нужно начинать, я же о сельском хозяйстве говорю, больше всего директивное планирование необходимо здесь, в наших условиях, сельскому хозяйству. Всей экономики, но в частности и сельскому хозяйству. Вот. Дальше, что нужно нам дальше делать? Надо создавать рабочие, сейчас я быстренько все. Надо создавать рабочие места на местах. Андрей Андреевич, да. Будут критиковать нас потом. Да, хорошо. И так далее, и так далее. Значит, нужно что? Почвозащитная технология производства, земельный кадастр, далее, что еще? Да, земельный кадастр, директивное планирование я уже сказал, и так далее. И почвенная эрозия. Вот сегодня разговор здесь шел, конечно, мы сегодня обсуждаем природные ресурсы Абхазии. В этом плане, в сельском хозяйстве, большущие проблемы. Потому что я после окончания вуза я работал главным экономистом Меркурского чаеоборческого совхоза, и там я большой опыт получил. Я там занимался вот этой эрозией почвы. Да, я тогда по Ачимчистскому району, по 2 районам, я тогда установил, что я еще наукой не занимался, но все-таки интересовался, видимо, 30 тысяч тонн почвы, земля, то есть дождевые, ливневые дожди уносят почву в море. Вот. Этот процесс, наверное, продолжается. Надо ее остановить. Надо почвозащитную технологию внедрять в Абхазию. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Еще земельный кадастр. Мы об этом говорили в прошлом заседании Жаханхоз. Без земельного кадастра мы не обойдемся.
Как мы должны вообще планировать народное хозяйство, не имея... Слушайте, мы сегодня облагаем сельхозналогом Гудаутский район, Ачимчинский район, разные расценки. В Гудауте епсок гектар 250 рублей, в Ачимче епсок там 150 рублей и так далее. Никто не имеет права так огульно устанавливать план. Земельный кадастр Хамазер, мы бы знали состояние почвы. Можно Валерий Андреевич? Не имею права пропустить. Вообще вопросы у нас Все. во второй части в рамках Нас. дискуссии. У нас есть ваш Валерий Андреевич уходит на юбилей, поэтому Я если тоже на вопросы